Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас с вами будет отсыпочка на такую тему, что ждет вас, мои дорогие любимые зрители, в ближайшие часы, в ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой огромный камень в себя сбросите. Огромнейший камень сбросите с себя. Себя сбросите, на кого-то как будто бы перекинете. Либо сбросите на того, кто возложил на вас этот камень. Камень — это проблема, либо очень сложная и даже опасная ситуация в жизни. Видите, вы с последних сил этот камень у себя так над головой поднимаете и сбрасываете. Вот, себя освобождаете, ну и кого-то, получается, наказываете, либо кому-то возвращаете. Что бы это ни было, это облегчение, да, прям испытаете, что вам хорошо, легко. Вот не иду, а парю, да, вот состояние души такое, знаете, вот прям отдых, благодать, да, не надо о чем-то страшном думать, о плохом не надо думать, о сложном не надо думать. От камня сами себя избавите. Видно, время вам пришло от этого избавиться, либо вас уже так все довело, достало, что вы так, все, сбрасываю балласт, сбрасываю этот огромный камень. Тот, на кого полетит этот камень, будет в шоке. Вот чего-чего, а этого от вас не ждал. Человек, наверное, считал, что вы терпила, либо что вы будете этот нести камень, пока он вас и не раздавит. А вы нет, вы скажете: терпеть больше не буду. Не мое, забирайте и даром не хочу. Да, вот прям скинете. Очень крутой знак. Прям в ближайшие часы, у кого-то в ближайшие дни идет именно облегчение, освобождение от тяжелой ноши. Так, корень рисунка. В корне рисунка, смотрите, какая шикарная птица. Птица и бабочка. Придут новости о каком-то празднике, о каком-то веселье, праздничном мероприятии, у кого-то еще приглашение отыграется. Либо придут такие шикарные новости, что вы сами устроите праздник, созовете родственников, друзей, да, и прям будет что отметить. Бабочка просто шикарная, птичка не хуже. Вот смотрите, какая крупненькая, светленькая, и прям так крылышки растают, говорят: ну встречай хорошие новости, да, веселиться будем, отдыхать, да, праздновать будем. Очень классный момент. Так, здесь какой-то козел, либо коза от вас отвернется. И слава Богу, вы прям выдохните. Кто-то очень упрямый, несговорчивый, такой, знаете, вот тяжелый, да, тяжелый в обращении, в отношении, в общении человек от вас отвернется. Отвернется, скорее всего, как разочаруется, либо обидится, но вы-то будете рады, вы скажете: фух, пронесло, да, иди к кому-нибудь другому, от меня отойди, да, тяжело с тобой, вот прям рога такие длинные, острые, видно, этот человек колет этими, колол, да, рогами. Ой, как же вы порадуетесь, казалось бы, да, от вас отвернулись, а вам прям счастье на душу упало. Вот ой-ой-ой, как натерпелась от этого человека, либо натерпелся. Ну, видите, отвернется. Отвернется, мне идет как обида. Да? Человек обидится, либо разочаруется, скажет: ну тебя, да. А вы скажете: ну и хорошо, ну меня, да, не надо со мной общаться. Иди, куда глаза глядят, с Богом иди, да, отходи от меня скорее. Да, такой момент интересный. Так, шторы показаны. Шторы. Во-первых, проверьте свои карнизы. Мало ли,
что там болты отошли, либо там расшаталось что-то, да, проверьте. Особенно если у вас детки маленькие, либо у вас, допустим, кошки, да, потому что кошки часто любят там и на шторах покататься, да, и вверх вскарабкаться. У меня кот вообще любил на карнизе отдыхать, у него там был этот дозор, да. Вот, проверьте. Это первый момент. Второй момент. Шторы всегда говорят про какие-то тайны. Да? Какая-то тайна раскроется, шторы распахнутся, и правду вы узнаете. Либо штора упадет, и правда, как она есть, раскроется с левой стороны. То есть это будет крайне неожиданно и, возможно, даже не совсем приятно. Но тем не менее, если мы говорим о тайнах, лучше знать правду, чем жить в неведении. Если мы говорим конкретно о шторах, о карнизе, то тут, конечно, можно предусмотреть эту ситуацию, да, посмотреть, что там у вас с этим карнизом, как там шторки ваши висят, да, может что-то подкрутить, либо мужчину попросить подкрутить. Вот, в общем, разберетесь. Раз вышло, я вам об этом говорю. Так, еще какую-то девушку мне показывают. Девушку в красивом платье. И эта девушка что-то доброе для вас делает, либо на что-то доброе вас вдохновит. Но опять же, вы у меня все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Но эту девушку вы запомните надолго. Очень симпатичная, и платье у нее просто очаровательное. Вот прям, как знаете, сама весна. На что-то она вдохновит, либо для вас что-то сделает. Прям приятно вам будет. И такая девушка симпатичная и одета красиво. Прям, да, запомнится. Но очень долго она вам запомнится. Если вы мужчина, то, возможно, вы и влюбитесь. Но если вы женщина, просто будет очень приятно. Там, с благодарностью, либо с хорошими впечатлениями будете вспоминать эту девушку в красивом платье. Так, с правой стороны здесь мужчина, огромное яйцо в руках. Просто это, не знаю, яйцо кого? Динозавра, наверное, да? Точно не страуса. Огромнейшее яйцо. И это яйцо мужчина получает от кого-то, кто занимает 2 ступени выше. Вот как на возвышении, да, сидит яйцо. Но это предложение. Однозначно предложение. Либо, дорогие мужчины, скорее всего, вы узнаете, что девушка ваша беременна, либо любимая женщина, жена, да, вы все разные. Вот. У кого-то на работе идет предложение такое, что прям голова закружится и ножки немножко ватные станут, а у кого-то именно новости о беременности идут. С правой стороны, значит, во благо, значит, вам во благо. Вот. То, что вы, может быть, эмоционально к этому будете не готовы, но к таким сюрпризам судьбы навряд ли можно подготовиться, да. Но, тем не менее, что есть, то есть. Для мужчин просто вот идеальная картинка. Дальше уши показаны, уши справа показаны, много ушей показано. То есть вам нужно, скорее всего, либо больше слушать, либо напрячь свои органы слуха для того, чтобы не упустить важные слова, либо важную информацию. В разных местах у вас уши вышли, где-то меньше уха, где-то больше уха. Вот. Старайтесь больше слушать, чем говорить, и старайтесь что-то важное не упустить. Какая-то экстра важная информация будет летать вокруг вас. Либо слова, подсказки, советы, да, которыми вы просто обязаны воспользоваться для того, чтобы облегчить свою ситуацию. Да? Слушайте и прислушивайтесь. И еще у кого-то может отыграться ситуация, что вы можете предупредить какое-то событие, услышав заранее что-то вот не то, неладное, шаги, скрипы, там, не знаю, сигнализация, да, вы можете предотвратить. Да? Так что ушки свои нужно будет немножко напрячь. Так, кто-то себя может плохо почувствовать, очень похоже на ОРВИ, либо аллергия может быть. Вот. Вы там сильно не пугайтесь, у вас буквально недомогание там в сутки, да, сутки пройдут, и уже как следа не останется, как рукой снимет. Вот. Либо чего-то понюхаете, вдохнете, либо это какой-то ОРВИ, но очень быстро пройдет, тем более у нас сейчас луна убывает, уже последние денечки ей остались, так что выздоровите, как не успеете заболеть, уже выздоровите. Вот, да будет так. Так, мужчина похож на зайца.
А женщина, наоборот, его как за уши тянет куда-то. Ой, как будет сопротивляться ваш мужчина. Вот действительно ему страшно, либо действительно он не уверен. А женщина такая вообще не ведает страха. Она такая за ухо хватает этого мужчину и такая: пошли, я сказала, пошли. Очень интересно будет за вами наблюдать. И я скажу так, девочки, после этого события, если вы пара, если вы муж с женой, либо парень с девушкой, очень многое поменяется между вами. А мужчина действительно, знаете, вот признает вас, героя, героиню. Он признает за вами силу, он признает за вами ум, он признает за вами руководителя, да, наставника, коуча. Он всегда будет полагаться на вас. Вот. Дело, конечно, ваше. Если вы этого добивались, то вы этого добьетесь. А если вы хотели быть слабой женщиной при сильном мужчине, да, который вот все там рулит, решает, то тут может быть, вам передумать, и не надо его так за ухо тащить, заставлять. Да? Иначе, еще раз говорю, потом уже ничего не изменишь, не вернешь. Вот он убедится в том, что вы бесстрашная, что вы точно знаете, что делать, куда идти, как поступать, что нет страха в вас, вообще напрочь отсутствует. Такая, что любую стену снесете. Да? И ему это понравится. Он скажет: о, ну если ты сильная, тогда да, ты у нас будешь главой семьи. Ты все будешь решать, и типа все решения за тобой. Вот. Ну, выбирайте сами, думайте сами. Но вот как бы судьбоносный момент здесь показан. Да? Вы его за ухо тащите, он такой: о боже, сейчас закончусь, да, как же мне страшно. Но вы ему прям докажете, да, что бояться нечего, и страх — это не то, что он должен испытывать. Тем более с такой сильной и крутой женщиной, как вы, рядом. Ну, пример подадите, да, ну, либо уже как программу пропишите именно для ваших отношений. Это вы должны знать. Смотрите, какой тут шикарный голубь, просто шикарный, взлетает вверх. С кем-то вы подружитесь, найдете общий язык, да, либо вы стоите на пороге очень серьезной дружбы, такой, знаете, вот прям на века. И дружба, и служба, и в огонь, и в воду, и в разведку, да, вот очень доверительные отношения будут. Здесь два паруса сходятся, голубь взлетает вверх. Два совершенно разных человека чувствуют друг к другу доверие и радость общения, да, вот как с кем-то таким либо познакомитесь, либо сойдетесь. В общем, это начало, будет положено начало очень крепкой дружбы. А дружба может быть как и между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, также и между мужчиной и женщиной, да. То есть, в принципе, дружить могут все, и это научно доказано. Вот и у вас такая дружба. По этому голубю просто чудесно. Такие друзья редко, к сожалению, в жизни встречаются. Но, видите, вам повезет. И вы такого человека точно встретите. Так, еще грибы. Какие-то мелкие грибы. Да, они мелкие, но их много. Их много, вы их будете собирать. Может быть, деньги мелкими купюрами, может быть, монетами, а может быть, деньги, которые, вот, знаете, вот с разных источников по чуть-чуть, раз смотришь, и сумма собралась. Да, вот у кого-то и так отыграется. Мелкие, но много грибов. Дальше показана готовка. Либо вы действительно будете много готовить впрок. Так, я знаю, некоторые люди готовят на несколько дней. Некоторые готовят там и на месяц, да, особенно если что-то мясное, да, там в заморозку бросить, и потом потихонечку брать и кушать, да, вот с работы пришел, времени совершенно нет, а вы такая раз и котлетки поджарила, да, либо там какие-нибудь деликатесики раз, и все готово, там блинчики, например, замороженные. Вот. Кто-то будет готовить много, впрок, прям много времени потратите, допоздна будете готовить. А кто-то будет чем-то новым заниматься. Да? Вот у вас как кухня, но это какое-то дело. Да? Вы пытаетесь сообразить, что делать, в какой последовательности, как лучше, как проще. Да? Вот как готовка у вас идет, как кухня вся вот так дымом. Да? Много всего будет. С левой стороны. Может быть, вы еще не планируете. Может быть, там, не знаю, муж привезет вам много мяса, либо много каких-то продуктов. Вы такая: о, пропадет, надо, значит, заготовки сделать. И вот будете этим заниматься. И еще, мои хорошие, показано, что какой-то человек попытается подставить вам подножку, либо толкнуть вас. А может быть, и то, и другое.
причем у женщины женщина, у мужчины мужчина, то есть человек с вами одного пола. И это будет очень неожиданно, вот ситуация с левой стороны идет, но, смотрите, один вам попытается помешать человек, а другой, наоборот, попытается вот спасти, помочь. Это, кстати, может быть и не просто человек, это может быть и ангел. Да? У кого-то и ангелы подскажут, помогут, закроют, а у кого-то какой-то другой человек, да, не даст вам споткнуться, не даст вам упасть. Ну, буквально, можно так сказать, ваш тайный враг в ближайшие часы либо в ближайшие дни полностью проявится. И вы уже точно будете понимать, кто вам гадости делает, кто ратует за то, чтобы вы, например, упали, да, чтобы подскользнули, чтобы с пути своего сошли. Вы четко узнаете, поймете. Неожиданно, да, слева, да, в спину будут толкать, но рядом есть тот, кто вам не даст упасть, кто вам в трудный момент поможет. Человек, либо ангел у кого-то отыграется. Но вы точно не упадете. Просто, знаете, будете очень злиться. Во-первых, неожиданно вас как врасплох застали. Во-вторых, личность того, кто вам эту подножку делает, либо тычок в спину, вы просто вот сами на себя злитесь, что вот как я раньше не мог понять, либо как я не догадалась, что этот человек на меня вот волком смотрит, да. Вот как злитесь на себя, мне такое идет. Ну, все бывает, да, все бывает. Главное, чтобы вы сделали правильные выводы и более с этим человеком дел не имели и не открывали свою спину, да, этому человеку, то есть доверять нельзя. Так, ниточка с иголочкой. Ну, тут мужчина и женщина, как ниточка с иголочкой. Один без другого не может. То ли вы постоянно ссоритесь, то ли у вас слишком много ожиданий, либо претензий друг к другу, но вы все равно как ниточка с иголочкой. Куда один, туда и другой. У вас даже мысли сходятся, понимаете? Вот в очередной раз убедитесь, что вы пара. Вот и мужчина убедится, и женщина убедится. Вот. Я вижу потепление между людьми. Потепление и какое-то вот прям принятие. Да? Не отторжение, а наоборот принятие. А вот здесь показано, что вы где-то будете, куда-то будете ходить, заходить, с кем-то будете встречаться, либо просто общаться. Вот как, не дома, да, не дома, не на работе, а вот где-то. Может быть, какое-то учреждение, организация, может быть, поликлиника, да, вот куда-то вы пойдете, много дверей пройдете, с разными людьми будете говорить. И еще здесь показано, что вы как своего добьетесь, либо даже не ожидая, какой-то результат получите. В общем, сначала почему-то замучаетесь, а потом порадуетесь, да, вот что не напрасно я сюда пришла, не напрасно я сюда пришел. То есть хоть мне тут и не сладко пришлось, да, столько людей, столько дверей, там, коридоров, но тем не менее своего я добился, либо добилась, либо, как случилось то, что мне выгодно. Вот может быть что-то с бюрократией связано, да, вы у меня все разные, у каждого будет по-своему. С левой стороны нам показывают, что стрелки указывают наверх. Что-то начнет развиваться, либо улучшаться. Улучшаться может ваша жизнь, ситуация. Развиваться может дело, либо развиваться можете вы. Да, работа ваша может развиваться. В общем, стрелочка указывает наверх. И еще не сам результат, но вы прям понимаете, что да, вот оно. Правильным путем иду, либо я все правильно делаю. Как знаки, да, придут знаки, что вы занимаетесь тем, что надо. Либо все на своих местах стоит. Еще в венце показан какой-то человек, который стоит спиной, но развернется лицом. Может быть, общения нет, может быть, человек не проявляется к вам, как то должно, либо вы того ждете. Но вот стоит спиной, но в ближайшие часы, либо в ближайшие дни, у кого-то раньше, у кого-то позже, да, этот человек повернется к вам лицом. И этот человек будет вам улыбаться. Да? Лицо не нейтральное, а именно с улыбкой. Слева, да, видите, слева стоит. То есть не ждете, вы не ждете. Может быть, симпатия взаимная, может быть, интерес. Да? Но человек вам точно повернется, а вы при этом ничего не делаете. Вы ничего не делаете. Человек сам поворачивается и улыбается. Но это тоже добрый знак, хороший знак, что у вас с этим человеком все будет хорошо. Будет то любовь, будет то служба, будет то дружба, будет то работа. Да? Вот прям улыбается.
Может, хорошие новости есть, да, может быть, желание там подкатить к вам, да, и так можно прочитать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.